Глава Коми, он же президент хоккейного клуба «Строитель» Сыктывкара Владимир Уйба встретился с новым составом команды, сформированным из воспитанников Республиканской школы по хоккею с мячом. Этот сезон, напомню, наша команда проведет в высшей лиге. Какие задачи поставлены перед клубом, знает Алексей Корчма. Атмосфера в команде что надо. Все ребята настроены на победы. Для многих из них выступление в высшей лиге станет хорошим стартом в профессиональной карьере. Никто вас не собирается пропускать без боя, и надо будет биться. Но мы вам ставим, и я, Эдуард Михайлович, вам сверхзадачу. Даже в первом сезоне заявить о себе так, чтобы у всех при появлении вас на льду был испуг от того, что непонятная вообще сборная приходит и рвет всех направо и налево. Владимир Уйба поставил молодым хоккеистам еще одну задачу – вернуть на стадион болельщиков. Глава Коми уверен, что зрители будут посещать матчи, если спортсмены выложатся на максимум. По словам главного тренера Эдуарда Найденкова, юноши уже показывают характер. Ребята все хотят играть, потому что мы с ними тренировались до 1 июня. Все ходили, приходили, у них огромное желание играть в хоккей и огромное желание играть именно в городе Сыктывкаре, никуда не уезжать, потому что здесь свои болельщики, свои родные, и они хотят здесь показывать то, чему они научатся, и чтобы на них даже те ребята, которые у нас тренируются дальше в школе, например, 2006-2007 год, чтобы они, смотря на них, у них был шанс попасть сюда в команду мастеров. Ранее было принято решение сделать упор на воспитанников местной школы. Чтобы игра в Суперлиге и поражение от грантов российского хоккея с мячом не стало для молодых специалистов психологической травмой, «Строитель» Сыктывкар перешел в вышку. Такое решение спортфункционеры поддержали. У нас в школе есть способные молодые хоккеисты, талантливые, которые через 2, 3, может 4 сезона могут заиграть на уровне игроков Суперлиги. Наконец-то пришло время, когда нашим ребятам, которые сейчас мы уже 9 лет со тренерами работаем, они уже юниоры стали, и 2003 год, и 2004, 2005. Пришло время, когда им надо самим понять, что они мужики, что они будут играть. Есть хорошие воспитанники, которые могут в дальнейшем спокойно играть и в Суперлиге, и в высшей лиге. Команда приступила к тренировкам на главной арене республиканского стадиона. Состав клуба практически укомплектован. Остаются 2 вакантные позиции. По словам главного тренера, задача на сезон – занять в своей группе 1 или 2 место. Алексей Корчма, Александр Карипин, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.